Большой и горячий привет, республика! В эфире «Студия 11». Мы рассказываем и показываем интересные, яркое, необычные и полезные. Вот и сегодня не будем отступать от традиций. Поэтому через несколько секунд вы увидите... Олимпийские игры белых колпаков. Во Франции определили лучших кулинаров мира. Своими руками создаем ароматный подарок ко Дню Учителя. Помогают избавиться от лишнего. Напитки для жиросжигания. Сегодня Иона и Фока, листопадная. В этот день чествуют двух святых – мученика Фоку и пророка Иону. На Руси этот день отмечали запретом есть рыбу в память о пребывании Ионы в чреве кита. Зато в обилии на столе была редька. Крестьяне заканчивали уборку этого овоща. Как правило, ее подавали солью, луком и квасом. Фоку русские люди почитали как защитника от пожаров, а также как спасителя утопающих. Соответствующие молитвы ему произносились в этот день. Листопадный день называли потому, что в это время порывы ветра буквально сдирали листву с деревьев. Начинался листодер. Однако, если на Фоку и Иону лист с березы еще не опал полностью, это означало, что снег ляжет поздно. Листопадную называли началом настоящей осени. Ну и, конечно, сегодня Всемирный день учителя. Поздравляем всех педагогов, воспитателей, преподавателей с этим праздником. Желаем вам новых достижений и понимающих, внимательных учеников. Практически во всех профессиях есть конкурсы профессионального мастерства. Некоторые приравниваются чуть ли не к Олимпийским играм. Такой конкурс недавно прошел во Франции. Как вы думаете, кто соревновался между собой? Конечно же, повара. Во Франции наградили лучших шеф-поваров мира. Здесь завершился престижный международный конкурс «Bocuse d'Or», который переводится как «Золотой Бокюз». Его приравнивают к Олимпийским играм в кулинарии, проводят раз в 2 года. В этот раз первое место заняла команда Франции. Чудесно, отличный опыт. Мы участвовали с удовольствием и радостью, без капли страданий. Мы очень счастливы, поскольку Франция показала, что она центр креативности, и наша и другие команды продемонстрировали эволюцию нашей профессии. На втором месте Дания, а на третьем Норвегия. Участвовала в финале и российская команда, впервые с 2008 года. Ее лидер говорит, что победить помешали карантинные ограничения. Подготовка в Москве продолжалась 5 месяцев. Последние 10 дней мы просидели на карантине во Франции. Это плохо сказалось на команде и подготовке. Судьи оценивали аромат блюд, оригинальность, а также презентацию. В этот раз добавили новую номинацию – «Социальная вовлеченность в гастрономической сфере». Конкурс в 1987 году основал известный французский шеф-повар Поль Бокюз. С тех пор Франция побеждала в нем уже 8 раз. Лучший подарок – подарок, сделанный своими руками. И поскольку сегодня праздник, то мы тоже займемся хендмейдом. А именно, сотворим вкусный и ароматный сюрприз. Внимание на экран, мастер-класс начинается. Сегодня нам Алина расскажет и покажет, каким образом мы можем сделать мыло. Мыло ручной работы. Да, для любимого учителя. Что для этого нам понадобится? Нам понадобится прозрачная белая мыльная основа, силиконовая форма тарталетки, силиконовая форма голубики и малины. Также пластиковая форма и под нее водорастворимая картинка, напечатанная на водорастворимой бумаге специальными пигментными красителями. А также немигрирующие красители для мыла, косметический ароматизатор, пипетки и стаканчики. Давай возьмем стаканчики. Так. Нам пока нужен один. Мы будем делать малину. Берем только прозрачную мыльную основу и накладываем больше половины. Больше половины стаканчика? Да. На ощупь она такая интересная. Действительно, развивается даже... Можно развивать мелкую моторику, да. Вместе с детьми. Такая приятная на ощупь. Так, достаточно? Да, достаточно. И сейчас мы ее кладем в микроволновку и растапливаем. На сколько? Секунд на 30. Так, ставим на 30.
Так, достаю. Достаем. Мыльная основа расплавилась. И теперь ее нужно окрасить в розовый цвет. Мы берем для этого вот этот краситель и добавляем 3 капли. Раз, два, 3. Получается очень красивый малиновый цвет. Да. Теперь, Настя, нам нужно залить ее вот в такую силиконовую форму. Сейчас мы уберем малинки застывать примерно на 15 минут. Дальше мы делаем голубику. Так. Мы берем также новенький стаканчик и добавляем в нее опять же прозрачную основу. Добавляем теперь синий. Чтобы получился темно-синий, нужно добавить примерно 4 капли. Раз, два, три. Мы берем еще новый стаканчик и будем делать тарталетку. Мы смешиваем прозрачную белую основу 50 на 50, но здесь уже полный стаканчик, так как тарталетка у нас большая. Полстакана прозрачный и полстаканчика белый. Для того, чтобы получить цвет песочного теста и тарталетки, нам нужно смешать коричневый и желтый. Просто заливай полностью до вот этой окантовки. Стоп. Все. И тоже ждем минут 15-20 застывания. А пока мы будем делать мыло с водорастворимой картинкой для учителя. Для первого слоя нам нужно только прозрачную мыльную основу. Мы опять же берем новый стаканчик. Да. И сначала растопим прозрачную мыльную основу. Мы жидкостью для удаления пузырьков обильно сбрызгиваем вот эту картинку, чтобы она стала мокрой. Так. Еще нужно сбрызнуть форму, чтобы мыло хорошо оттуда выскочило. Так, смотри, мы заливаем очень тонкий слой прозрачной основы и как будто утапливаем картинку в ней. Мы сбрызгиваем жидкостью для удаления пузырьков первый слой. Сюда вовнутрь, да? Да. И теперь заливаем полностью белым цветом. Топ. И снова теперь ждем застывания. Теперь третьим слоем у мыла будет розовый цвет. Добавляем отдушку, добавляем уже розовый цвет. Все. Теперь мы ждем застывания всего мыла минут 20. Давай начнем с тарталетки. Бери форму и вот так расщепляй мыло. Да, не бойся. Ой, какой приятный процесс. И теперь выдавливай пальчиками вверх мыло. А я подхвачу. Давай. Опа. Теперь давай ягоды. Давай начнем с малинки, так как мы первую ее делали. Тоже пальчиком и выдавливай мыло. Теперь, Настя, давай собирать тарталетку. И теперь эти ягоды нам нужно склеить между собой. Это мы будем делать мыльным джемом. Все, Настя, молодец. Последним этапом мы посыпем сахарной пудрой. Но сахарная пудра в мыле означает кукурузный крахмал. Одним пальцем загоняй воздух туда, чтобы мыло вышло. Вот. О, опа. Отлично. И мыло с водорастворимой картинкой у нас готово. Настя, давай соберем подарочный набор для учителя. Командная работа. А сейчас информация для тех, кто хочет уменьшить размер талии и избавиться от лишнего веса. Несколько вариантов напитков для жиросжигания. Только помните, это не панацея, это только советы. Не будем все же забывать о правильном питании и физических нагрузках.
Мы плавно подошли к середине выпуска, продолжим после небольшого перерыва. Оставайтесь с нами. Это «Студия 11». Не переключайтесь, и тогда узнаете кое-что интересное. Мир закулисья. Старейший театр Коми приглашает заглянуть по ту сторону занавеса. Классный. В республике нашли лучшего педагога. Спят усталые, когда работа с ног валит. Эксперты доказали пользу молока на завтрак. Особенно оно полезно людям с диабетом 2 типа. По данным исследования, молоко по утрам помогает сохранять уровень сахара в крови здоровым на протяжении дня. Это происходит из-за способности молока замедлять переваривание углеводов. Людям с диабетом 2 типа, считают специалисты, следует выбирать нежирные варианты молока. И в продолжении молочной темы. На ферме в Подмосковье на коров надели очки виртуальной реальности. VR-очки показывают цветущее летнее поле, и это помогает коровам расслабиться и приводит к повышению удоев. Что тут сказать? Технологии завоевывают этот мир. Старейший театр республики отмечает свое 90-летие. Государственный академический театр драмы имени Виктора Савина. Такой грандиозный юбилей не обойдется без сюрпризов для его поклонников. Один из них подготовлен совместно с нашим телеканалом. Мы заглянем в мир закулисья и узнаем, как шьются костюмы, накладывается грим, создаются декорации и многое другое. Сегодня первый сюжет из этого цикла. Занавес, господа. Посмотрите внимательно на этих людей. Как вы думаете, что их объединяет? Безусловно, ручной труд. А что же еще? Академический театр драмы имени Виктора Савина. Именно здесь бок о бок работают швея, гример и даже столяр. Те, кто хоть раз бывали в театре, знают, что над спектаклем работали актеры, режиссеры, хореографы. А вот о другом ряде профессий даже не задумывались. Сегодня мы начинаем цикл сюжетов, где расскажем об этих людях. А главное, окажемся там, где не ступала зрительская нога. Пойдемте. Здесь звук швейной машинки не смолкает. Просторные столы, обилие тканей и нитей, манекены и даже подиум для демонстрации костюма. Мы в пошивочном цехе театра. Обе леночки, можно встать между ними и загадать желание, и оно исполнится. У вас может появиться очень интересный костюм или там плащ, все что угодно. С выдумкой, с какой-то такой, с подоплекой театральной. Это они с удовольствием сделают. А сколько всего мастеров работает? 4 человека. 4 мастера. 4 человека? Да. 4 мастера на такую труппу? На 40. На 40 человек? Да, 4 мастера. У нас появляются, есть спектакли, где вся труппа занята, и, конечно же, объем работы очень огромен, и девчонки, они большие умницы. Вот все, что я могу сказать. То, что они профессионалки, они делают на пустом месте. Вот смотрите, вот они сейчас, вот был расстелен кусок ткани, был эскиз, художник что-то там говорил, рассказывал про образ, но это исторический, это Чехов Антон Павлович, костюмы исторические, и, конечно же, девчонки, они начинают изучать, копаться. То есть в ателье, если обратиться, это очень будет сложно. А у нас мастера немного другие. Интересный факт. Мастера пошивочного цеха сначала погружаются в историю, изучают, читают пьесы и только после этого приступают к работе. Первоначально я читаю пьесу, затем я встречаюсь с режиссером. Я прочитал, сделал какие-то наброски такие карандашные нашлепки. Мы с ним оговариваем. Затем, когда мы это все оговорили, я делаю в цвете. Мы оговариваем цветовую гамму. Почему? Потому что, допустим, если, к примеру, герой как серая мышка, то мы какие-то цвета делаем такие, да? Если такой герой там прям, то мы какие-то там яркие пятна вставляем. То есть мы работаем, вот чтобы, понимаете, герой вышел, и зритель уже начинал понимать, чтобы ему не разжевывать, а он уже, это вот понятно, что такое. И тут. Особенно в детских спектаклях. Детские спектакли – это самое сложное. Ребенка никогда не обманешь. И там очень много приходится делать всяких придумок. И, конечно же, когда режиссер живой, и он такой вот сам искрит фантазиями, то это просто сказка.
А если искрит фантазия художника, то это беда. Так смеются мастерицы, ведь все задумки с бумаги нужно перенести в жизнь. Но для специалистов драмтеатра нет невозможного. Каждый костюм, он сложен, потому что это все-таки не те вещи, которые мы носим в жизни, это все-таки театральные вещи. Они немножко несут в себе другое. Поэтому в каждый костюм вкладываешь свою душу, свои знания, свои силы. Конечно, зоркий зрительный глаз оценивает всю красоту и старания мастериц. Так однажды к актрисе Кристине Черневой, которая играла роль Джульетты, подошла женщина, чтобы узнать, из какой ткани была сделана ночная сорочка героини. Захотелось шить себе такую же. И вот еще один случай. Мы пошли, купили леску, и сзади вот он ежик, а там леска, накрученная леска. Она вся переливается, как будто иголки. И там еще какие-то элементы. А Вадику прямо она вот под тяжестью она сюда уходит, и вот к горлу. Мы начинаем придумывать какие-то подтяжки, чтобы это ему было удобно. Но костюм безумный. Дети просто... Можно сфотографироваться. У родителей просят, выбегают на сцену и фотографируются. Вот такой он закулисный мир, сложный, бурлящий идеями и необычайно красивый. А все для того, чтобы каждый зритель в конце спектакля искренне вскричал «Браво!». В столице Коми прошел республиканский конкурс педагогического мастерства «Классный-классный». Участниками заочного этапа конкурса стал 21 классный руководитель из 12 муниципалитетов республики. И затем уже в очном этапе решилось, кто лучший из лучших. Накануне мы пообщались с победителем. Елена Александровна, поздравляем вас с такой победой. Теперь вы классный. Ну, рассказывайте, какой же у вас класс сейчас вы ведете? В этом году, 1 сентября, к нам пришли самые маленькие первоклашки. Это на самом деле очень здорово, и мне кажется, за ними нужен глаз да глаз, потому что они только что пришли из детского сада. Как вы с ними работаете? Расскажите, поделитесь своими секретами. Своих малышей называю горошинки. Знаете почему? Они прыгают и рассыпаются, а их все время приходится собирать. Они забавные, они смешные, они веселые, они смышленные, они талантливые. И вот увидев их 1 сентября, таких вот интересных, маленьких, знаете, вот я просто их сразу полюбила. Сразу после вашего сравнения с горошинками я почему-то вспомнила советский мультик, ну помните, про обезьянок, где мама обезьяна ходила с таким большим своим выводком. Я думаю, это даже как-то похоже. Давайте поговорим о самом конкурсе. Какие там были задания? Что вам нужно было сделать? Заочный этап, да, нужно было написать классный час по теме коррупция. Необходимо было провести анализ своей воспитательной работы и необходимо было снять видеоролик, самопрезентация, кто я такая, на что я гожусь и так далее. И уже второй этап, очный этап, он состоял из 2 заданий. Первое задание – это было классный час, и второе задание – это было родительское собрание, сюжет родительского собрания, небольшой, на 10 минут. А по каким критериям оценивали? То есть это какой-то творческий подход, это профессионализм, или вы не знаете, по каким, так скажем, пунктам ставили оценки? Вы знаете, когда нам прислали документ, да, и там все-таки были определены четко критерии, что мы должны соблюдать, как это будет оцениваться. Но, если честно, вот я ни одного протокола, ни одной записочки от жюри я не видела. Поэтому я даже не знаю, какую мне оценку поставили. То есть я только услышала результат, мне это очень приятно. То есть вы сами не ожидали, что будет вот такой вот итог, такой результат? Честно, нет. Ну тогда принимать победу гораздо приятнее. Мы вам желаем дальнейших профессиональных успехов. Спасибо большое, что вышли с нами на связь. Спасибо вам большое. Настала пора заглянуть в интернет. Рабочие будни. Они бывают разными. Иногда настолько выматывающими, что ты засыпаешь прямо на рабочем месте. Ну, вот как эта бригада косильщиков. Продолжаем
Продолжаем рабочую тематику. Когда рядом с тобой есть надежный помощник, дело спорится. И пусть даже этот помощник не человек. И на этом у нас все. Еще раз от души поздравляем всех учителей, преподавателей, воспитателей с праздником. Успехов вам в работе, талантливых воспитанников и учеников. Здоровья и счастья. Ну а мы с вами прощаемся. Пока-пока.